детском поселении Галашки проживает более 4000 человек. По словам местных жителей, в советское время здесь был добротный дом культуры, но не было центральной мечети. Позже руководство села решило закрыть досуговый центр и разместить в этом здании мечеть. Прошло почти 20 лет, и вот, наконец, в селении построили и новый ДК. Честь перерезать красную ленту досталась заместителю председателя правительства Маке Аушевой. Зампред поздравила местных жителей с Днем Республики и новым храмом культуры. Приятно, что этот день совпал именно с юбилеем нашей республики. Хочу поблагодарить от себя и от главы республики всех, кто принимал участие в строительстве данного объекта. Открытие Дома культуры даст возможность реализовать все идеи, проводить различные мероприятия, на достойном уровне встречать гостей. Глава администрации Сунжинского района не меньше самих сельчан рад сегодняшнему открытию. В его адрес неоднократно поступали просьбы от местных жителей посодействовать в открытии ДК. Вектор направления сегодня глава поменял в сторону Сунжинского района, и сегодня эти объекты, которые будут сдаваться в районе, только сегодня за один день сдается пожарно-спасательный колледж и Дом культуры Галашка. И таких объектов у нас десятки. С большим новосельем в первую очередь детей поздравляют и старейшины села. Теперь свои таланты в стенах этого центра будут развивать ребята со всего поселения. Просторный и светлый зал для занятий хореографией, где ребят будут обучать не только лезгинки, но и танцам народов мира. Из соседнего кабинета доносятся юные голоса. Хоровое пение – еще одно направление, которым здесь будут занимать молодежь. На кружок декоративно-прикладного искусства педагоги приглашают детей, увлекающихся бисероплетением, бумажными аппликациями или лепкой из пластилина. Поддержать своих коллег приехал коллектив и воспитанники Сунжинского детского центра творчества. Будем делиться опытом, естественно, приезжать, а не к нам выезжать. И вот такое творческое взаимодействие, я думаю, у нас будет. Открытие этого объекта решает сразу несколько проблем. Одна из них – отсутствие в селе библиотеки. Здание старое обветшало настолько, что пришлось перевести весь книжный фонд на хранение в частный дом. А это более 25 тысяч книжных экземпляров. У новой библиотеки уже есть первый читатель. У нас каникулы, и я буду приходить сюда, читать книжки и забирать домой, а потом снова принеси. Проводить летние каникулы с пользой смогут сотни детей. Уже ведется запись ребят на все кружки. Огромный потенциал в том, что появились новые возможности посещать новые кружки художественные, танцевальные. Не обошелся праздник и без концертной программы, тем более, что теперь есть большой актовый зал, который оснащен необходимой акустической системой. Новый Дом культуры станет центром села. Здесь будут проходить как праздничные торжества, так и сходы граждан. В скором времени власти республики планируют начать в Галашке строительство детского сада и спортивной площадки. Зарема Ивлоева, Султан Булгучев, Новости 24.